Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 2 августа. Это у нас будет среда. Смотрим мы с вами все знаки зодиака по очереди от Овнов до Рыбок в 2 частях по 6 знаков. Начинаем с Овнов. 2 августа, среда, события дня, Овны. Так, смотрим. Интимная связь, кровать. Победа, флаг. Но у вас нельзя, цепочку нельзя. Слезы. Могут быть слезы радости от победы. Приглашение. Удачу нельзя. Бабочка, деловое общение. Так, здесь нет. Значит, смотрим горизонталь, вертикаль. Есть также еще цыпленок, это общение с семьей, с детьми. Здесь нет, здесь нет. Здесь нет. Значит, смотрите, я у вас нашла 6 событий. Первое событие показывает, что может быть интимная связь. Еще кровать может показывать нежелание с утра, да, вот вставать, хочется подольше еще поспать. Дальше может быть победа, успех в делах, да, то есть выигрыш какой-то. Могут быть слезы, приглашение, деловое общение и общение с семьей в этот день. Ну, так как негативных событий нет, я думаю, что слезы — это слезы радости в вашем случае. Ну, вот такой день. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу я дальше к Тельцам. Так, Тельцы, смотрим. События для вас. 2 августа, среда. Тельцы, 2 августа, среда, события дня. Покажите мне. Цыпленок, первое событие. Цыпленок показывает общение с семьей, с детьми. Подарочек. Второе событие. Ага, и еще есть чемодан здесь. Чемодан — это временная разлука. Может быть, с кем-то были в разлуке, кто-то возвращается, привезет вам какой-то презентик. Так, смотрим горизонталь, вертикаль. Горизонталь нет, по вертикали есть чашечка чая. Это гости. Смотрим дальше. Здесь нет. Есть еще сундук, смотрите, по вертикали. Сундук — это финансовые поступления. Прибыль. Также по вертикали есть еще кораблик. Почти весь ряд. Так, что у нас еще здесь? Здесь ничего, а здесь
Нет, совпадение. Получается, общение с семьей, с детьми, подарочек, временная разлука с кем-то, гости. Ну вот, может быть, кто-то приехал в гости, погостевал, да, то есть и уезжает. Гости, прибыль и ожидание, корабль. Ожидание кого-то с чемоданом в гости. Может быть, так даже. Вот такая информация для вас. Ну, плохих событий нет. Так что хорошо. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу дальше к близнецам. Так, близнецы. Смотрим. 2 августа, среда. События дня. Близнецы. Удача. Первое событие, что я у вас увидела. Нерешенный вопрос. Может быть, также в среду. И решение вопроса, да, тут же выпадает. Поэтому нерешенный вопрос в среду у вас решится по ножницам. Возможно, цепь показывает, что вы уже много раз пытались решить и не получалось. Вот в среду получится. Бокал нельзя. Также еще выпадает гости, чашка чая и весы. Сомнения, колебания. Возможно, будут сомнения, да, то есть, когда вы начнете решать этот вопрос, будут сомнения, получится, не получится. Но ножницы показывают, что должно получиться. Якорь. Кстати, вот якорь тоже рядом с ножницами. Якорь показывает, что мы ставим точку, заканчиваем, да, что-то, например, то, чем занимались месяцами или годами. Это вот как вариант рядом с ножницами. Может так быть. Любовь. 2 сердца. У вас прям день такой очень активный. Событий много. Успех, смотрите. Опять же подтверждает ножницы. Может быть, тут, кстати, не последнюю роль сыграет удача. Как-то вот в этом вопросе. Друг нельзя. Здесь нет. Ключ. Плюс еще и ключ есть. Ну, это вообще удача и ключ. Это как раз те ингредиенты, да, которые помогают решать вопросы успешно. И здесь нет. Значит, смотрите. Однозначно, что у вас выпадает. В ваших руках есть ключ, который открывает все двери, убирает все преграды. И есть удача в кармане. Поэтому у вас все нерешенные вопросы решатся в среду. Решение вопроса успешно, да, то есть по якорю поставили точку и забыли. Поэтому не нужно колебаться, сомневаться. То есть все получится. И также у вас еще может быть общение с гостями и все хорошо в личной жизни. Так что прям вот по всем фронтам везде все хорошо. Благодарю за внимание, близнецы, и перехожу я к ракам. Так, смотрим раки. Второе августа. События для раков. Среда.
Рыба, первое событие. Хитрость, обманы. Не вижу совпадений. Это интересно, у близнецов было очень много, у вас вообще ничего тут нет. Так, событие в месяце также еще может быть какое-то событие, которое постоянно, да, с вами происходит там через определенное время. Змея, общение со змеей, слезы. События в доме, праздник, мероприятие. Может быть, вы каждый месяц что-то дома делаете, раз в месяц. Не знаю, снимаете там показания, оплачиваете, допустим. Вот может так проиграться. Так, сейчас еще посмотрим. Гости еще есть. Может быть, к вам придут гости, или вы пойдете к кому-то в гости в этот день. Угу. И здесь нет, значит, смотрите, что выходит. Выходит первая рыба, это предупреждение. Хотя рыба с гостями может проиграться как вкусная рыба. Очень редко, но так тоже проигрывается. Ну, да, вот будем брать по минусу, да, то есть, чтобы постараться избежать или смягчить эти обстоятельства. По минусу рыба – это скользкое дело, когда нас втягивают в какие-то схемы, манипуляции, да, вот пытаются нас там подставить, делают какие-то выгодные предложения, но в итоге нас таким образом подставляют или обманывают, поэтому будьте осторожны. Змея. Это общение может быть с каким-то человеком, который умеет съязвить, сказать что-то обидное. Это может быть также доктор, врач. Может быть по году рождения змея еще человек. Дальше гости, слезы, события, мероприятия и события, которые повторяются через определенное время, да, имеет какой-то цикл. Вы знаете об этом цикле, и вы знаете, что вот в этот день оно должно произойти. Вот такая информация для вас. То есть у вас, видите, есть парочка предупреждений. Это рыба и это змея. Благодарю за внимание, раки. И я перехожу ко львам. Львы. 2 августа. Среда, события для львов. Покажите мне, что у львов будет. Исполнение желания, цветок. Приятные эмоции еще могут быть. Кто-то букетик подарит. Победа. Так, решится вопрос. Ножницы. Угу. Есть какой-то еще печаль, разочарование. Якорь. Остановка. Да, то есть разочарование из-за какой-то остановки. Или второй вариант. Якорь может подтверждать ножницы, показывать, что что-то вы закончите, доделаете, поставите точку в этот день. В каком-то вопросе. Надежда. Надежда на решение. Так, проверяем, что еще здесь есть. Успех. Ну, вот видите, успех тоже подтверждает.
кого-то из знаков тоже так было. Были и ножницы, и успех, и якорь. Вот если у вас, допустим, вы по асценденту лев или по солнцу лев, неважно, а по асценденту луне или солнцу, вот тот знак зодиака, у кого тоже так, да, вот были те же совпадения, то очень вероятно, что эти события проиграются. Очень важно смотреть 2-3 знака, да, то есть смотреть, какие события повторяются. Так, значит, смотрим, что у вас получается. Исполнение желания у вас, у вас еще и победа, да, то есть решение вопросов, успех, победа, успешная, да, то есть результативная, по якорю, да, то есть точка. Надежда, конечно, на это. Но есть и разочарование. Ну вот как бы разочарование непонятно с чем будет связано, потому что у вас, видите, все события хорошие. Может быть, не будет касаться вас лично, иногда так проигрывается. Если выпадает, то просто мы слышим, например, что-то там от своих соседей, близких, знакомых, да, или там ситуация в стране какая-то такая, что вызывает боль, разочарование. Но в целом, да, то есть нас как бы лично это не касается. Попереживали, да, то есть и забыли. Поэтому, может быть, так будет. Благодарю за внимание, львы. Перехожу я дальше к девам. Так, дева. 2 августа, среда. События для дев. Покажите мне, что будет происходить в среду у дев. Якорь. Первое событие сразу показывает, что вы можете в первой половине дня где-то надолго, да, заякориться. Бросить якорь там на работе или дома, или неважно где. 2-3 часа провести на одном месте. Да, вот видите, ничего не происходит. Да, то есть никаких событий нет, потому что вас якорь держит. Пустые разговоры. Много разговоров будет, болтовни в среду. Змея. Змея — это завистники, это еще могут быть какие-то люди, которые пытаются все время вас как-то ужалить, задеть, съязвить где-то, что-то такое сказать. Победу нельзя, тут не сказала. Увидела, но не проговорила. Так, дальше смотрим. Деловая встреча, деловая, рабочая. Угу. Маска, хитрость, обман, то есть кто-то скрывает свое истинное лицо, возможно, в глаза улыбается, да, то есть за глаза ведет себя не очень хорошо. Поэтому вот будьте готовы к тому, что да, кто-то будет врать, обманывать. Дальше мешок с деньгами. Мешок с деньгами — это могут быть как доходы, так и расходы. Дальше смотрим, что еще здесь. Это нельзя, и здесь нет. Значит, смотрите, что получается у вас. У вас с утра показывает, что вы где-то проведете минимум 2 часа. Возможно, вот там, где вы будете проводить, будет много разговоров, болтовни. Дальше общение со змеей. Это либо человек по году рождения змея, либо завидующий вам, либо еще может быть врач. То есть какой-то медработник. Деловая встреча. И вот 2 предупреждения. Это хитрости, обманы, маска, да, то есть люди одевают на себя маски, и могут быть расходы в этот день. То есть у вас предупреждение только человеку в маске, то есть будьте повнимательны к другим людям, да, то есть пытайтесь увидеть суть, не то, что вам показывают, да, то, что находится за этой маской. Благодарю за внимание, девы. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будет во второй части видео. Ссылочку я оставлю для вас под этим видео внизу в описании. Нажимайте, переходите и посмотрим с вами следующие 6 знаков зодиака.